Здравствуйте, в эфире новости, в студии Василий Раченко и главное к этому часу. На переправе Якутск-Нижний Бестях в тестовом режиме заработал единый накопитель. Многолетняя проблема региона близится к завершению. Между тем, план завоза грузов в Якутии выполнен на 99,8%. А на Ленских столбах установили первую метеостанцию. Теперь исследовать климат будет проще. План завоза грузов в Якутии выполнен на 99,8%. Об этом на заседании правительственной комиссии сообщил первый вице-премьер региона Алексей Колодезников. Навигация в этом году осложнилась пандемией коронавируса, обмелением рек и лесными пожарами. Но несмотря на трудности, составленный план практически выполнен. К примеру, уголь с разреза Джибари-Кихая доставлен до пунктов назначения в Усть-Майский и Устьянский районы. При общем плане более 1 миллиона тонн осталось завезти 2000 тонн. В частности, угля, нефти, продовольственных товаров, сельхозпродукции. На переправе Якутск-Нижний Бестях в тестовом режиме заработал единый накопитель. Он же позволит упорядочить движение автотранспорта, погрузку и выгрузку судов. Установлены дорожные отбойники, полусферы для разграничения полос, шлагбаумы, светофоры и КПП. Всего в окрестностях Якутска действуют 3 паромные переправы, и каждое лето на них наблюдается беспорядок. Соглашение между правительством региона, администрациями Якутска и Мигино-Кангаласского района устанавливают разработку единого расписания движения судов, предельного тарифа на перевозку, систему оплаты проезда на берегу, создание единой управляющей компании для организации мест погрузки и выгрузки судов, а также благоустройство территорий причалов. Сейчас уже подписано соглашение между всеми участниками. Подписалась администрация города Якутска, администрация Мигино-Кангаласского района, что там земельный участок на той стороне, это в собственности муниципалитета. Ну и задача такая, чтобы все-таки была управляющая компания, которая организовала бы так называемую наземную инфраструктуру. Сегодня уже первые шаги сделаны. Информационная система, приложение уже разработано Министерством инноваций. И со следующей навигацией это приложение будет запущено. Будет сформирована одна стоимость проезда, и порядок все-таки будет наведен. Количество суточных больных коронавирусом в Якутии продолжает расти. За минувший день выявили 106 случаев. Из них в столице 63 положительных теста на COVID-19. В Татинском районе 8, в Амгинском 6, в Сунтарском 4. Случаи в этих районах связаны с проведением массовых мероприятий. В Алданском, Жиганском, Намском, Нюрбинском, Кангаласском районах зафиксировано по 3 случая. В остальных районах по 1-2 случаям. Также стало известно об еще 2 летальных исходах от COVID-19. Из-за ухудшения эпидобстановки в регионе усилят контроль за исполнением санитарных требований. За время пандемии по Якутии проведено почти 4500 рейдов по объектам общепита, торговли и бытовых услуг. Комиссия составила порядка 200 актов, 50 дел направлено в суд. Общая сумма штрафов составила 1 200 000 рублей. Я бы хотел сегодня, воспользоваться моментом, обратиться к главам муниципальных образований. Прошу усилить контроль совместно с органами Потребнадзора и Управлением внутренних дел на местах и, усилить данную работу. В связи с этим вы все знаете, что буквально позавчера главой республики было проведено совещание с главами муниципальных образований об усилении контроля по данной работе, по проверке объектов соцкультбыта, торговли и общепита. Большой резонанс с общественности снова вызвали бродячие собаки в Якутске. Ранее в сети распространились кадры, на которых за ребенком гналась стая. О том, что делать, когда лучший друг человека становится врагом, расскажет Саглана Неустроева. На этих кадрах видно, как с отчаянным криком ребенок убегает от бродячей стаи. Страшно представить, что могло бы произойти, замешкайся девочка хоть на минуту. Специалисты утверждают, одна из важных причин, по которым популяция собак резко возросла – недобросовестные владельцы. Дачный сезон прошел, а значит и надобности в охране территории больше нет. Здесь не за муниципалитет идет даже разговор. Я больше скажу о том, что они, получается, не решат эту проблему самостоятельно.
и я не решу ее самостоятельно, и вместе мы не решим ее самостоятельно. Пока не дойдет до населения, что надо, это совместная проблема наша, и что нам надо вместе всем ее решать. То есть не выкинуть собаку на улицу, а, к примеру, поступить с ней гуманно как-то. Или сдать ее в приют, или, может быть, просто пристроить каким-то соседям. Но вариантов очень масса. Говорить о том, что улицы остро необходимо избавлять от бродячих собак, стали еще в начале этого года, после печально известного случая в Ленске. Тогда жертвой халатности муниципальных служащих стал 8-летний мальчик, которого чудом спас проезжающий мимо водитель. В Якутске же отловом собак стали заниматься сотрудники пункта передержки животных. Это 7 мероприятий, это не только отлов, то есть это отлов, стерилизация, кастрация, вакцинация, выпуск обратно в среду, откуда произошел отлов. Также у нас работает одна техника, это машина, непосредственно принадлежащая НКО. И на сегодняшний день нам дали в помощь еще одну единицу машины. Работает 2 бригады отлова, то есть это 4 человека, по 2 человека на одной бригаде. А между тем популяция бродячих собак в Якутске, по наблюдениям специалистов, составляет порядка 5000 особей. Забавная арифметика – 4 сотрудника ППЖ против огромной стаи агрессивно настроенных собак. К сожалению, в настоящее время никакого действенного гуманного способа обезопасить улицы города нет. Саргалана Неустроева, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Участники уникальной экспедиции из Якутска к острову Бенета в море Лаптевых на днях вернулись в столицу. Преодолев более 2500 километров и потратив на это более 1,5 месяцев, путешественники были вынуждены завершить миссию и вернуться домой. Сами они путь считают не законченным, а приостановленным. Сегодня отправляется более чем 3000 километров путешествие, экспедицию наш замечательный экипаж до острова Бенета. В экспедицию экипаж отправился на катамаране, и в планах было преодолеть более 3000 километров и достичь самой северной точки Якутии – острова Бенета. Остров Бенета всегда притягивал к себе путешественников и исследователей. И нынешняя экспедиция состоялась благодаря гранту Русского географического общества. Наша экспедиция планируется из Якутска почти ровно по следам Александра Колчака. От Якутска мы на катамаране пойдем до Тикси, с Тикси до Святого Носа и оттуда до Большого Ляховского, Малый Ляховский, Падеевский остров, Новая Сибирь. И смысл высокий, планируем до острова Бенета. На острове планировалось построить якутский балаган, чтобы ученые, приезжающие на остров, могли там остановиться и жить. Также предполагалось установить спасательное депо для исследователей, которые отправятся туда позже, и один из символов якутского народа – СРГ. Миссия наша выполнена частично, к сожалению. Мы очень поздно вышли. Из-за коронавируса, из-за всего вот этого, у нас все затянулось, согласование экспедиций. Мы должны были на 2-3 недели выйти раньше, чтобы нормально по погоде проскочить. И в итоге мы дошли только до Большого Ляховского. Путешествия по Арктике с выходом в море всегда непредсказуемы. Погода в этих местах меняется часто и очень быстро. Иногда северный ветер, несущий большие волны, может дуть по несколько дней или даже недель. Добравшись до острова Большой Ляховский, члены экспедиции приняли решение возвращаться в Якутск. Стройматериалы для постройки спасательного депо мы здесь упакуем, оставим. Часть топлива тоже оставим, с тем, чтобы в более благоприятных условиях, которые мы в этом году упустили, это с середины до конца июля. В следующем году продолжить и завершить экспедицию. Многие скептики говорили, что миссия изначально обречена на провал. Но участники экспедиции доказали, что пройти на катамаране по Арктике и по морю вполне выполнимая задача. И следующим летом намерены завершить свой маршрут и все-таки установить депо СРГ на самой северной точке Якутии. В эти минуты проходит награждение победителей и призеров финала 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia 2020». Напомню, что на этом чемпионате около 100 молодых специалистов из Якутии соревновались по 74 компетенциям и завоевали 24 награды. Это 9 медалей и 15 медальонов. К слову, в прошлом году в копилке Якутии было всего 4 медали и 2 медальона. На церемонии награждения сейчас находится моя коллега Юлия Михайлова. Юлия, здравствуй. Ждем подробностей.
Да, Василий, сегодня проходит награждение участников этого чемпионата с участием федерального руководства движения WorldSkills Россия. Я напомню, что на 8-м национальном чемпионате республика улучшила свои показатели сразу на 10 позиций и стала победителем номинации «Прогресс года». В этом году сборная республики завоевала 9 медалей и 15 медальонов. А в прошлом году в копилке республики было всего 4 медали и 2 медальона. Движение WorldSkills Россия в республике началось в 2013 году. И на первом региональном чемпионате республика провела соревнования только по 6 номинациям. А уже в 2019 году по 127 номинациям. WorldSkills Россия в республике почему так успешно продолжает свое движение вперед? Потому что в республике организовали движение «Формула успеха», когда подающих надежды студентов, юниоров отправляют в другие регионы с лучшими практиками по тем или иным компетенциям. И это действительно принесло успех. Сейчас вот рядом со мной стоит бронзовый призер соревнований по одной из интересных компетенций Светлана Болотова, и она расскажет об участии в этом чемпионате. Да, Света? В какой ты школе учишься? Я учусь в городской Кошевской гимназии, представляю детский подростковый центр города Якутска. Я впервые участвовала в таком масштабном чемпионате. Познакомилась с движением WorldSkills я в прошлом году во время городских соревнований. Далее был республиканский этап, который тоже успешно прошла. Подготовка к финальному чемпионату занимала много времени и сил, а дистанционный формат оказался труднее, чем я предполагала. Эти дни были очень волнительные. Я была рада быть в сборной Якутии, ведь я представляю не только себя, но и прежде всего нашу республику. В следующем году я планирую снова участвовать в этом движении, ведь это старт для будущих профессиональных достижений. И считаю, что его надо больше продвигать среди школьников, ведь это знакомство с будущими профессиями. А в будущем ты себя планируешь видеть вот ательером? Возможно, я стану администратором отеля в будущем, но я еще точно не знаю. Удачи! Награждение вот сейчас продолжается, и сегодня будут награды вручаться 10 участникам национального финала 8-го российского. Я напомню еще раз, что в нем принимала участие вся страна, и для республики, конечно, вот такие успехи, 9 медалей – это огромный успех. Ну а вообще для учебных заведений республики, которые принимают участие в этом движении, сколько не почетная миссия, а это требование времени, поскольку WorldSkills Россия задает мировые стандарты подготовки специалистов по различным профессиям. Василий. Церемонию награждения молодых профессионалов в Якутии осветила моя коллега Юлия Михайлова. Юлия, спасибо. Также сегодня, 8 октября, исполнилось 95 лет гражданской авиации Якутии. По сей день для большинства населенных пунктов это единственный вид транспорта круглогодичного действия. Помимо того, якутские летчики обеспечивают потребности экономики республики в авиаперевозках, транспортную мобильность жителей, сокращая время и расстояние. С момента первого полета воздушного судна «Соввич» 8 октября 1925 года по настоящее время авиаторами Якутии освоено более 40 типов воздушных судов, освоена и техническая эксплуатация, и летная эксплуатация. И якутские авиаторы испокон веков у нас с самого становления авиации Якутии считаются одним из самых профессиональных и квалифицированных авиационных кадров. Исследовать климат будет проще. На Ленских столбах установили первую метеостанцию. Она послужит созданию системы биоэкологического мониторинга в форме традиционной летописи природы. Это свод данных по динамике природных явлений и процессов, происходящих в течение года. Туда включаются сведения о территории национального парка, особенностях его рельефа, гидрографии, почвенно-растительном покрове, погодно-климатических показателях, основных типах экосистем, их структуре и функционирования. Это вся информация к данному часу. До встречи в следующем.